Сейчас в Думе находится 12 законопроектов о детях войны. Значит, я сделала экспертизу всех 12 проектов. То есть я взяла эти законы, проанализировала, чего нужно. Ну, во-первых, скажу вам, что здесь противоречат законы друг другу. Первое противоречие во всех законах, кого отнести к детям войны. Значит, одни говорят, ну, Бог знает всякое там. Но так большинство, и я вот тоже склоняюсь к тому, что детей войны нужно считать только тех, кто жил, родился в период военных действий. Страна находилась в состоянии войны. Большинство территорий оккупировано. Вот все, кто был на территории Советского Союза и является по национальности, неважно, кто он здесь вот жил, вот их до Дня Победы. Вот это дети войны. До конца войны несовершеннолетний. Потому что до 9 мая 1945 года, потому что когда человек совершеннолетний, его сразу в армию призывали, на него действовали, он был застрахован. А здесь вот эти вот люди, они были не застрахованы. Их никто не содержал, никто ни больничный не платил, то есть не лечили, не кормили. Вот. А если по закону всем людям, кто жил в то время, всем надо доплатить. Сейчас, в мирное время, когда мы видим уже боль, что люди пережили, всем небольшую доплату можно сделать. Вот это бы было очень хорошо. Вот о материальной поддержке больше всего споров. Значит, сейчас уже, я не помню, кажется, в 5 или в 7 наших республиках уже введены такие льготы. Вот я говорила этот вопрос с Путиным, когда встречалась, я ему ставила этот вопрос. И до этого разговаривала. Ну дайте по 5000 каждый месяц. Ну хорошо, дайте 2000. Ну в конце, если уж вам так жалко, дайте по 500 рублей. Ведь эти ряды все время будут уменьшаться, они расти уже не будут. Большинство уже людей там остается все меньше и меньше и меньше. Но хоть сделайте этот жест, как-то же отблагодарите этих людей, хоть в конце сказать им спасибо. Я все это написала, свои соображения, и такое предложение сделала. Не рассматривать в апреле месяце все эти законопроекты. Мы их рассмотрели на комитете и дали правительству нашему задание, чтобы они рассчитали, сколько людей осталось старше 70 лет, сколько из них получает хорошую пенсию, сколько из них получает низкую пенсию. И тогда решать и возможность связать с возможностями бюджета и уже вынести такое какое-то, решение, которое подтверждалось расчетами. Я думаю, что будет рассмотрен этот закон. В любом случае решение будет принято, но почему-то у меня такое мнение пока, что, скорее всего, что моральную поддержку сделают на уровне федеральной, а вот материальную как бы не перенесли на бюджеты республик. Поживем, увидим. Но одно хорошо, что тот вопрос, который вышел из середины, из глубинки общественности, из глубинки народной, он получил развитие, и он в конце концов будет доведен до конца. Вот этот вопрос мне очень часто задают. Как я только не встречаюсь, я говорю, а к какой вы партии принадлежите? Никакой, я беспартийная. А к какой фракции? Весь Народный фронт относится к Единой России. Так решили, и мы там состоим. Обязывает ли это меня к чему-то? Нет, не обязывает ни к чему. Единая Россия сильная. Это другое дело, что... Понимаете, у нас народ изменился, а Единая Россия это не учитывает. Народ стоит грамотный. Он раньше был, мы были все как слепые. Сейчас работает СМИ, работает интернет, работает телевизор. Люди видят, что делается в других странах. У них сознание быстро растет, быстро расширяется их. А Единая Россия, у них те же самые приемы, те же самые средства. То есть я думаю, что им не хватает хороших таких организаторов. Надо чистку провести хорошую партию, чем они сейчас и занимаются. Освободить ее от тех, которые бегают, где получше, где побольше. И очень хороший, я бы говорю, создала у вас хорошую программу. То есть такую, как программу, чтобы ты знал, вот ваша программа развития на 10 лет, сегодня вы сделали то-то, завтра то-то, послезавтра то-то. Вот у нас, говорю, большая республика, я им привела в пример.
очень большая. Дорог нет, транспорта нет, но это все. Но у нас на дорогах сколько езжу, борщевик вот растет, ничего с ним сделать не могу. Ну вот партия за год последний. Ну что она конкретно сделала? Нужны практические дела. Ну открыла бы она хорошее производство экологически чистой продукции. Да независимо от цены все бы разобрали. Но его же нет. Хоть построили бы какой-то завод, вот, чтобы много рабочих мест. Ну, говорю, что у нас вот в газету возьмешь, они к выборам сделали детские площадки, навезли песочку, вот организовали детские площадки, и все играются в этот песочек. Ну, так это что, партийные дела, что ли? Да вы вызовите этого домоуправа, дайте ему под задницу пинок, он нам завтра эти площадки сделает. Вы знаете, я на свете живу уже давно, мне уже 76 лет. Я пережила, я посчитала 8 руководителей страны. 8. Я еще Сталина помню. Я, кстати, в сталинском детдоме воспитывалась. И для нас Сталин был солнышко. Без него солнышко не вставало, трава не росла. И вот сейчас идут там Сталин хороший, другие говорят, это деспот и все. Вы знаете что? Я не могу сказать, я только как воспоминание детства, меня из беспризорника выловили, поместили в сталинский детдом, вот таким образом я выжила. Хотя, с другой стороны, я из большой кулацкой семьи, где, если бы не была революция, была бы сейчас управляла бы 3 деревнями большими. Я бы там, если бы не Сталин, вот так меня бы тоже здесь не было. Вы понимаете, я не буду судить, потому что мы их не знаем, тонкостей всех. Но я знаю, что если бы не было жесткой дисциплины, если бы не было, может быть, вот этого диктаторства, страна бы не победила. Это однозначно. Кто из тех руководителей всех мог 3 часа выступать и говорить с народом вживую? Он же ведь не подготовлен. И вот ему вопросы задают. А в Думе, когда он отчитывался, его перебивали, ему давали вопросы, в конце концов он прикрикнул. Ему рта чуть ли ему не заткнули, вы понимаете? До чего осмелели. Но то, что он говорит, и то, что он пытается делать, вы знаете, это хорошо. И мне очень жаль, что наша черная, вот это вот, какие-то пиарщики, черная пресса иногда вот как-то все это нивелирует. Человек доступный. Когда смотришь, вот я раньше, когда слушала по телевизору, я выключала телевизор. Мне неинтересно было. Но когда я ему смотрела в глаза, и в глаза ему говорила, и вот он тут же реагировал, тут же включался, и тут же вот говорил да, нет, вы понимаете, у меня совершенно мнение изменилось, и сейчас я поддерживаю Путина, я поддерживаю его в том плане, что он хочет изменить страну к лучшему, он ищет поддержку. Он эту поддержку ищет среди депутатов, он ищет среди простого народа. Вот я одна из них. С пенсионерами мне встречаться не просто интересно. Я встречаюсь с ними, я откуда-то беру энергию. Вот я, когда в Думе заседаю, эти 2 недели, пленарные заседания, это такая формальная работа, которая выматывает тебя, много сил нужно тратить, все. Выдыхаюсь. Вот я поехала в район, я встречаюсь с пенсионерами, они мне о своих проблемах. Вы знаете, я туда, вот я набираюсь силы откуда-то, и я как бы снова возрождаюсь. Вот я сама удивляюсь, что это? Меня прям питают, меня наши вот эти старухи. Хотя встречи с ними нелегкие бывают. Очень хорошие условия. Статус у меня федерального министра. Я, значит, когда стали о квартире, говорю, мне однокомнатную квартиру достаточно и солдатскую койку. Мне ничего этого не надо, что там вы даете. Они говорят, не имеем права, у вас статус федерального министра, поэтому эта квартира не только для того, чтобы вы пришли, поспали. Здесь, может быть, к вам кто-то с регионов приедет, кто-то вас может посетить. Представительные функции все-таки имеются. Ну, коль так, да что делать? Дали мне, конечно, там что-то около 100 квадратных метров, 2 комнаты, кухня, 2 прихожие, 2 туалета. Представляете? Ну что, дается машина. Без машины это, не знаю, может быть, в Сыктывкаре бы это роскошь, а в Москве
даже до дома не доберешься. Вот мы с машиной, там, где идти надо, ну, например, 20 минут, с машиной едешь час. Пробки, и если не знаешь Москвы, ты там вообще. А на метро, я не знаю, там у нас, там, где я живу, там нет метро, и вообще. Ну, то есть, короче говоря, условия для работы созданы. В доме хорошая столовая, много этих буфетов. Как-то там все это недорого, все это быстро, без этих вот. Что там сложного? Сложности у меня в другом. Сложности, что я экономист. А когда приходишь на пленарку, тебе дают 128 вопросов. Ни один юрист не знает всех этих законов. Второй-то депутат от Коми, Поневежский, он же прокурор наш бывший, и он там председатель комиссии. И очень часто, мы с ним в хороших отношениях, как только что-то у меня затруднение, он тут же мне так, вот это все мне быстро переведет с птичьего языка, как юристы выражаются, на человеческий. Поэтому в этом отношении мне лучше. Но, наверное, надо будет пересмотреть. Там каждому депутату дается фонд зарплаты и полагается до 100 помощников. На общественных началах до 100. Ну, тот фонд зарплаты, который дают, ну, можно 2-3 взять, может быть, придется как-то пересмотреть, чтобы хотя бы на полставки юриста. Потому что мне уже неудобно каждый раз, что ж он его отрывать-то. А я Гайзеру говорю, а вот у меня есть законопроект, а у меня действительно есть такой, лежит. Я вот не знаю, что с ним делать. Запретить выплату в серых конвертах вообще. Под страхом большого штрафа. 1 000 000 штрафа. Вот ты заплатил один раз, будешь знать, что если узнают об этом, тебя же разорят. Это один раз, второй раз, все. А если предприятие закроется, оно уже не работает месяц, все, его уже можно закрывать. Вы понимаете, под чувством страха этого запретить выдавать только нормальную зарплату, с которой идут налоги. Идея хорошая. На первый взгляд мне казалось, ой, какая хорошая, все, законопроект отдать, все серые зарплаты, все, бюджет пенсионного фонда будет наполняться, пенсии будут откуда браться, и все как хорошо. А с другой стороны, вот представьте себе, эти все предприниматели, им это станет невыгодно, а им станет невыгодно, они все разорятся, они все уйдут, закроются. Вот сейчас дали мы же, налог в 2 раза увеличили, они все взяли и закрылись. Что тогда будет с пенсионным фондом? Вообще там ни копейки не получится. И откуда брать вообще пенсию, стипендии сегодня? И компенсации. Их сегодня уже не будет, и уж не говоря о завтрашнем дне. И подумаешь, нужен ли такой закон?